утро. На телеканале «Россия» продолжают «Вести Чуваша». В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре среда, 15 февраля. Сегодня в стране отмечается значимая дата – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата выбрана не случайно. Ровно 34 года назад последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Подчеркну, что в этот день вспоминают не только ветеранов боевых действий, солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны, но и других военнослужащих, принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами Родины. По традиции, к памятникам и мемориальным комплексам сегодня по всей стране будут возложены цветы и венки. В этом году в Чебоксарах станет больше на одну автовышку и 2 эвакуатора. Новая техника поможет разгрузить городские дороги. Об этом заявил директор дирекции гаражных хозяйств Алексей Серебряков на совещании в столичной мэрии. Так, в 2022 муниципальным предприятием было эвакуировано более 1000 автомобилей. За нарушение правил стоянки – 558, за вождение в нетрезвом состоянии – 616. 154 водителя управляли машиной без документов. Чувашия заняла 2-е место в рейтинге по посещаемости театров за 2021 год. Исследование предоставила единая межведомственная информационно-статистическая государственная система. 2 года назад театры, подведомственные Минкульту России, посетило 25 миллионов зрителей. В лидерах Санкт-Петербург. На 100 жителей приходится 54 похода в театр. Но это, скорее всего, связано с большим количеством туристов. На 2-й строчке расположилась наша республика – 30 зрителей на 100 жителей. 3-ку лидеров замыкает Москва – 29 походов в театр на 100 человек. В северо-западном районе Чебоксар может появиться домик для кошек. Об этом стало известно на совещании в городской мэрии. В администрацию Московского района поступило обращение с просьбой рассмотреть вопрос строительства домика для кормления и проживания стерилизованных кошек. С такой идеей выступила Ассоциация благополучия животных. По итогам рассмотрения обращения ассоциации предложено обустроить домик с торца дома номер 26 по Мичину Павлова на месте снесенных гаражей рядом со Школьным бульваром. Работа это будет продолжена. В республике стартовала акция, приуроченная к Международному дню родного языка. Он ежегодно отмечается 21 февраля. Для того, чтобы принять в ней участие, необходимо на камеру либо рассказать стихотворение, либо исполнить песню на чувашском, татарском или, к примеру, эрзянском языках. После опубликовать видеоролик в группах ВКонтакте, которые вы сейчас видите на экране, указав при этом хэштег «Я говорю на родном языке». Акция продлится до 25 февраля. Сегодня Православная Церковь отмечает один из 12 главных праздников – Сретение Господне. В этот день во всех православных церквях проходят праздничные службы. Там же освещают свечи, которые после верующие забирают домой и зажигают только во время чтения молитв. Таковы вести к этому часу. Желаю вам продуктивного дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».